В этом году сезон клещей начался, как положено, в апреле. К середине мая их популяция достигает пика. Опасность укуса клеща сохраняется в июне и июле. Начинает уменьшаться вместе с сезонным падением температуры воздуха, но не ранее начала августа. Клещ – опасный кровососущий паразит из отряда паукообразных. Этот мелкий вредитель заметен только при близком внимательном рассмотрении. Он медленно, с трудом перемещается по неровной поверхности. Чтобы пересечь даже 1 километр, ему нужен чуть ли не день. Кажется, что паразит не способен причинить большой вред, но это обманчивое впечатление, утверждают специалисты регионального Роспотребнадзора. Выход и первые случаи контакта их с людьми в этом году зарегистрирован в начале марта. Медицинская организация всего с начала сезона обратилась по поводу укусов клещами, обратилось 19 человек, 10 из них дети до 14 лет. В природе насчитывают 48 разновидностей клещей. Они обитают практически на всех континентах и адаптированы практически под любой климат. Большинство не представляют для человека опасности, но некоторые могут быть переносчиком различных инфекций. Наиболее опасными являются болезнь Лайма, клещевой энцефалит, тиф и лихорадка. Последний случай заболевания крымской геморрагической лихорадкой был зафиксирован в 2008 году с летальным исходом. Специфической профилактики против крымской геморрагической лихорадки не существует. У нас в регионе ежегодно проводятся профилактические противоэпидемические мероприятия, направленные на снижение риска заболевания данной инфекцией. Были направлены предостережения общеобразовательной, дошкольно-образовательной организации, а также медицинские организации о необходимости проведения акарицидных обработок. При укусе клеща можно попытаться вытащить насекомое из-под кожи своими силами, но если нет уверенности в том, что получится самостоятельно справиться, лучше обратиться за помощью к медикам. Тревожить сам клещ всякими ацетонами, спиртом тоже нежелательно, потому что все эти инфекции, вирусы, у клеща находятся как бы в желудочно-кишечном тракте. И когда мы начинаем его тревожить, он начинает выделять все это. Поэтому с этим нужно, бывает, очень много программ, везде показывают буклеты, людей знакомить с тем, как правильно снимать клещи с помощью ниточки, потихоньку подергивать пинцетиком. Но это все есть нюансы. По словам врачей, просто извлечь клеща недостаточно. Важно на протяжении 10 дней измерять общую температуру тела и следить за собственным состоянием. Лучше сохранить клеща живым, снять его аккуратно, в стеклянную или пластиковую емкость. Желательно не перекрывать полностью кислород, закрыть влажной тряпочкой, чтобы и до центра гигиены профилактики, в СЭС, как мы говорим, отнести клеща, и они сделают анализ. Если клещ живой, анализ делается намного быстрее и качественнее. И если клещ не инфицирован, человек, конечно, может быть себя уже абсолютно спокойно чувствовать, не бояться, что проявится какая-то та или иная инфекция. Излюбленные места обитания клещей – заросшие травой участки леса и парка, влажные луга, овраги, долины рек и ручьев. Клещи обычно прикрепляются к телу и одежде на высоте не более метра, поэтому крайне важно соблюдать основные правила посещения леса или парка в весенне-летний период. Обработка мест, где есть трава, скашивать траву. И кто выезжает на природу, желательно закрывать части тела, длинный рукав, ворот, заправленные штанины, и никакое насекомое, в том числе и клещ, не любит резкие запахи эфирных масел. Можно этим даже в какой-то степени воспользоваться. В период активности клещей следует быть максимально осторожными. Во время прогулок соблюдать основные правила, чтобы обезопасить себя и своих близких. Малика Измайлова, Али Зязиков, Магаз 24.